наш любимый экспонат. Это бутылка, которую Владимир Николаевич в 1989 году выбросил в реке Печора. Это подлинный экспонат. И она была найдена на острове Шпицберген жителем Норвегии, который смог распознать адрес, и он по адресу просто послал послание, вот это обратно Владимиру Николаевичу, оно вернулось. Вообще Владимир Николаевич, он увлекался бутылочной почтой, но не любопытство, не праздности ради. Это, опять же, с точки зрения исследований по проверке его теории по течению, как течение влияет на скорость вот этой бутылочной почты. И еще к нему немало возвращалось бутылок посланий. В 19 году коллеги из Ненецкого автономного округа также поделились находкой, что они нашли в Баренцевом море бутылку, которая бродила с 1976 года. И в 19 году она достигла берегов Ненецкого автономного округа. А Владимир Николаевич бросил ее у берегов Печоры. Здесь также представлены публикации в российских и зарубежных изданиях о Владимире Николаевиче. Интервью с ним вот здесь вот также представлены. Вещи из коллекции Владимира Николаевича. Вот это, например, куртка от морской сети рыболовецкой, подлинная. Фотографии также. Морские приборы, курвиметр, измеритель. Вот. И еще такой вопрос у меня есть. Что, на ваш взгляд, лишнее в этой экспозиции, посвященной Арктике Владимира Королева? Так, кто первый сказал? Все правильно. В Арктике водятся белые медведи, а в Антарктиде на другом конце пингвины. Поэтому, пожалуйста, небольшой сувенир в библиотеке. Можете подойти и посмотреть. Мы будем рады, если выставка нашла отклик в ваших сердцах. Всем спасибо. Можно два слова? Да. Светлана Петрович, географическое общество, формное отделение географического общества. Владимир Николаевич был с давних пор, я даже не знаю, с какого года, членом русского географического общества. И он к этому относился, так сказать, с большим пиететом. Вот долгое время, 90-е годы, начало 2000-х, географическое общество стало умирать практически. Пока Путин и Шойгу не вдохнули в нее новую жизнь. И здесь, в нашей республике, он был в числе из первых, кто начал возрождать это общество здесь, в нашей республике. К сожалению, последние годы он мало принимал участие по понятным причинам. Вот. И у нас его, конечно, очень хорошо знают. Он был настоящим патриотом кроме земли, кроме народа. И в этом плане, конечно, мне было очень интересно всегда общаться. Еще я хочу сказать, что вот тот коч, который был сделан, он гниет на Печорском механическом заводе, в ремонтном заводе. Вот, в 2016 году мы его фотографировали в последний раз. Нашей общественности. Если сейчас завод передали в частные руки и постараться каким-то образом этот коч вызволить оттуда, поставить либо около музея Печорского, такая информация. Спасибо.